Фестиваль является важным социально значимым мероприятием, направленным на укрепление дружбы и единства между нациями и народами, поддержку и сохранение традиционных культур и фольклора народов России. Уверен, что фестиваль еще раз подтвердит, что для настоящего искусства не существует границ, а дружеская атмосфера создаст идеальные условия для участников и поможет наиболее полно раскрыть таланты. Мы были на концерте Делявира «Тюркские народы». Как говорят, театр начинается с вешалки. Мы приходим в большой красивый холл Дома музыки, и прямо с порога начинается лезгинка. Если мы проходим дальше, там уже другая лезгинка, другого народа. Там были кумыки, там были уйгуры, и все тюркские народы. Они прямо в коридоре уже представили свои национальные костюмы, они представили свои танцы, уникальные песни. Вот у нас, например, мы вот эту идею, чтобы уже с порога почувствовать этот колорит национальный, эти костюмы, вот это настроение, чтобы передать, мы это возьмем себе в вооружение на будущих предстоящих концертах татарских в Кремле. Мне очень понравилось сегодняшнее мероприятие. Всегда приятно посещать мероприятия, где много разных национальностей, где культура схожа, где люди дружат. Чаще татарам не хватает таких мероприятий, где бы мы чаще встречались, слушали наш фольклор, смотрели наши народные национальные танцы. Поэтому если такие мероприятия среди нас будут чаще, это, наверное, будет более идти к дружбе народа и к общему единению народа. На этот вечер мы пришли со всем нашим составом штаба, познакомили их с национальными культурными танцами и песнями. Я благодарен судьбе, что она свела нас с этим таким, значит, общественным деятелем, Делявиром. Это человек, в котором, как в той пословице, и чтец, и на трубе, и грец, как говорится, он очень порядочный, значит, ответственный бизнесмен, очень великий организатор. Он проводит уникальные сейчас представления, шоу на всю Москву на воде, цирковые. Он проводит концерты. Он на значительный уровень во всей Москве поднял организацию новогодних подарков. Фирма «Делявир», которую он возглавляет, это уникальная фирма. Она, значит, основана на его друзьях, родственниках, земляках, крымских татарах. Мы много с ними сотрудничаем. Они прекрасно проводят Новые года, мероприятия. Мы с удовольствием посещаем их мероприятия. Желаем им дальнейших успехов.
Очень приятно побывать на таком концерте, как «Мост дружбы», фестиваль народных выступлений, где можно увидеть именно выступления разных народов, и Азербайджана, и крымских татар, и азербайджанцев, Узбекистан. На этом вечере мы даже в антракте посмотрели, как они на самом деле сами танцуют, и вызвали нас танцевать. Очень было весело. Я была в Крыму, и мне очень понравилась их культура, культура крымского народа. Мне очень понравились танцы, песни. Все очень красочно, зажигательно, сплоченно. И здорово, что проводятся такие праздники, которые соединяют разные народы и делают их более дружными. Мы должны объективно относиться. Мы вот, например, выходцы из Казани. У нас в Москве основная часть татар в Москве — нижегородские татары, есть рязанские, есть астраханские, есть разные. Делявир относится к крымским татарам. И вот он является сейчас связующим звеном, мостом дружбы между всеми татарами Москвы и крымскими татарами. Я думаю, что это сотрудничество в дальнейшем будет развиваться и продолжится. Этот концерт Делявира, концерт тюркских народов, он очень нас воодушевил и сподвигнул на дальнейшие сборы тюркских народов. Мы провели ифтар совместный тюркских народов, мы провели вот на Сабанту, сейчас приглашаем тюркские народы, и также с проблемами языка связанные, мы также на все свои круглые столы сейчас приглашаем представителей тюркских народов. Единый народ в единой стране. Вот наш лозунг. В дальнейшем мы хотим сделать чемпионат по футболу. В составе будут тюркские народы. И также, значит, в Москве мы должны вместе общаться. Штаб татар Москвы здесь. Мы организовываем такие клубы по интересам, по профессиям. Я думаю, что это будут встречи очень плодотворные, и они все нам будут очень полезны.